Всем привет! Сегодня будем повторять буклет. На примере этого будем делать свой. Так, создаем файл, создать. Здесь надо выбрать печать, готово к печати. Нажимаем А4 и создаем. Не забудьте указать, что это альбомный вид. Так. Теперь нажимаете показать линейку, показать направляющие линии. И теперь вот здесь прибавляем столбцы, 3 столбца. Внутреннее поле давайте сделаем, пусть внутренних полей не будет. Контур любого цвета выбираете. Я выберу фиолетовый. Так, готово. Можете закрыть. И теперь в чем хороши столбцы, они будут направлять нас. Если мы поставим, например, вот эту фотографию, ровно вот четкие линии показываются, где будет стоять наша картинка. Вот, начинается, там появляются линии, и где заканчивается, тоже вот зеленым отмечает. Так, спускаем вниз. Теперь берем прямоугольник и ровно по одной стороне буклета делаем прямоугольник, красим его в серый и делаем прозрачным более. Так, затем на этой стороне мы вообще перекроем этот рисунок, делаем наш прямоугольник белым и прозрачность убираем. Затем будем рисовать, чертить, делать треугольники. Так, прямоугольный треугольник. Вот в предустановках у нас уже есть прямоугольный треугольник. Строим его. Так, любой примерно, да? Сверяемся с буклетом. Выбираем соотношение сторон и заливаем. Так, с этой стороны давайте сделаем тоже прямоугольник. Серый такой же, да? С такой же прозрачностью. На этой стороне тоже есть вид города, зданий. Давайте тоже я заранее скачала, мы его подставим. Такую картинку. Мы примерный буклет делаем, не полностью идентичный. Так, просто чтобы показать, что на Affinity тоже можно делать буклеты, да, потому что здесь есть вот такие вот линии направляющие, направляющие столбцы, по которым можно ориентироваться и делать разные вот макеты именно буклетов, страниц журналов, там постеры, все остальное, короче, любой дизайн макет, да, можно делать. Так, теперь сделаем трапецию, но трапецию мы будем делать через вот этот прямоугольный треугольник, потому что он уже у него прямые углы. У той трапеции, которую мы видим на картинке, у него как раз такие прямые углы, поэтому лучше делать через прямоугольный треугольник, затем просто его вырежем, как раз таки, да, так, меняем его наклон
Так, если нажать на Shift, то наклон будет ровно прямым, как сказать, ровно 180 градусов. Типа поближе к таким вот углам, там 180, 90. Если нажать Shift, то он принимает именно. Немного поменяем цвет, затем нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем копировать. Так, находим наш треугольник, через правку ставить стиль. Тогда он у нас получается ставить тот стиль, который стоит у нас у того прямоугольника, нет, треугольника тоже, да? Так. Теперь мы строим опять же еще один прямоугольный треугольник. Делаем треугольник. Так, ровно по линиям. Тоже, да, соотношение. Смотрим направляющие линии наши. Так, поменяем его градус. Ну, наклоним его на 180 градусов, да, тоже нажимаем Shift, тогда у нас получается наклон ровно на 180 градусов будет. Так. Затем нажимаем Ctrl. Так, проверяем через лупу, ровно ли у нас треугольник стоит. Немножко его уменьшим сперва. Давайте перед тем, как вырезать, еще уменьшаем. И теперь нажимаем Ctrl, и наши треугольники прямоугольные. Не забудьте, что маленький прямоугольный треугольник должен быть выше слоя прямоугольного треугольника большого, чтобы его вырезать, да, потому что вырезается тот, который стоит сверху. Так. Затем мы будем делать нижнюю трапецию. Его сделаем мы через квадрат. Так, строим квадрат. Просто квадрат. Я вот думала, что есть трапеция, но трапеции нет, поэтому сделаем через прямоугольник, то есть не квадрат, да? Так, и мы этот прямоугольник сейчас наклоним. Когда мы проходимся по сторонам, нажав на перемещение, да, стрелку вот черную, у нас появляются вот такие вот линии, две стрелочки вверх и вниз. Вот через него мы наклоняем его и превращаем его в параллелограмм. Так, наш прямоугольник. Нажимаем Alt, тогда мы можем через колесико на мышке уменьшать и увеличивать. Вот наш объект. Листочек, объект, как угодно. Так. Давайте немножко увеличим, и у нас получается теперь выбираем текстовую область, не художественную, а текстовую область. Так, примерно у нас здесь будет стоять текст. Так, пишем ваши партнеры в сфере недвижимости. Давайте этот текст полностью повторим, шаблон ставить не будем. Так, выбираем размер шрифта. Так, пишем. Нажимаем букву А, открывается вкладка символа. Так,
Теперь вот между буквами промежуток делаем. Можете вот стрелочками увеличивать. Так. А затем пишем наш второй текст. Тоже выбираем текстовую область. Так, печатаем. Так, в тексте добавляем интервал между строками. Вот нижний, да? Так, добавляем. Ширину букв увеличиваем. Так, то есть не ширина, а промежуток между ними, между буквами. Так, запятую поставить забыла. Так. Теперь выбираем художественный стиль, чтобы написать название компании, да? Также меняем стиль текста, ну и корректируем текст, как на картинке. Теперь вот строим кольцо. Выбираем фигуру кольцо, оно у нас есть. Так, делайте его побольше. Нажимайте на Shift, чтобы сохранить пропорции. Я вот заново сделаю. Так, теперь меняем его цвет на черный, убираем прозрачность и ставим его самым верхним слоем, потому что он у нас перед вот серым прямоугольником, да, помните? И радиус отверстия мы делаем побольше, убираем прозрачность. Так, так. То есть он должен быть у нас над серым прямоугольником, поэтому слой перемещаем на самый верхний. Так. Сделаем его чуть-чуть побольше. Так, теперь надо скрыть вот часть нашего кольца, то есть перетаскиваем белый прямоугольник посередке, который у нас. Так, и вот наш параллелограмм. Так, прямоугольник должен быть над кольцом, чтобы его скрыть, а параллелограмм над прямоугольником верхним, да? То есть, и вот мы сделали почти. Надо вот здесь вот посередине, да, добавить художественный текст, чтобы написать наш офис, да? И чуть уменьшим его, немножко подкорректируем. То есть не суть, в принципе, да? И еще ставим текстовую область. Так. Тебе здесь писать этот адрес не будем. Текст ставить замещающий текст. Ну и немножко его уменьшим и уберем жирность.
тут уже в текстовой области есть замещающий текст. Так можно сделать. Так, и вот у нас получился наш буклет. Вот таким образом вы можете делать разные буклеты. Спасибо за внимание. Всем пока.